Незаурядная личность и талант Назира Тюрикулова высоко оценивался таким выдающимся дипломатом, как нарком дел Советского Союза Георгий Васильевич Чичерин. Вот что сказал Народный комиссар иностранных дел СССР по поводу назначения Назира Тюрикулова полпредом Советского Союза в Саудовской Аравии. Полноценно, я цитирую, полноценно осуществлять политику государства в арабском мире может только Назир Тюрикулов, нынешний председатель Центра Издата СССР. Выдающиеся способности Назира Тюрикулова позволяют обозревать весь мусульманский мир от Марокко до Индонезии. Его интеллектуальный потенциал, знания мусульманского мира и миросозерцания позволяют надеяться, что такой человек сможет полноценно выполнять функции полпреда Советского Союза. Конечно, для нас такие слова, такая оценка особая гордость. Вдвойне мы горды тем, что одним из первых в плеяде советских дипломатов, послов Советского Союза, был наш земляк. Он повторил путь другого нашего великого сына, Шаухана Валиханова, великого исследователя степи и Востока, и его информация, которую он как полпред, как посол Советского Союза направлял в молодую страну, конечно же, имела огромную ценность, о чем говорил очень красноречиво господин Чичерин. Конечно, Первая мировая война, восстание казахов в 1916 году, политические события 17-18 годов, февральская и октябрьская революция сильно повлияли на будущее молодого Назира Тюрикулова, закалили его в политическом плане, расширили кругозор и его познания. Нередко многогранные стороны его способностей давали о себе знать в рамках партийной деятельности. Он показал себя незаурядным организатором культурно-массовой и просветительской работы. Яркий публицистический талант неоднократно помогал обретать ему сторонников как среди сослуживцев, так и среди народных масс Казахстана и Туркестана. Все его публикации на страницах газет ли, журналов ли всегда отмечались глубиной анализа тем, понимания проблем и, конечно же, их отличал превосходный стиль. Вне всякого сомнения, работа Назира Тюрикулова полпредом Советского Союза в Саудовской Аравии долгих 8 лет, что тоже является очень ярким показателем. Это тот его период жизни, когда он сумел полностью проявить свой блестящий талант и незаурядные способности. На сегодняшний день известно, что многие архивы Казахстана, России и некоторых стран дальнего зарубежья хранят еще большой объем архивных материалов, политотчетов, справок, записей бесед, писем политического характера, другой служебной переписки, которые принадлежат перу нашего известного полпреда. Это ценные сведения о дипломатической деятельности человека высокой культуры, эрудита, полиглота, дипломата от Бога. Все они имеют огромное значение для нашей страны, ее дипломатии и культуры, и надеюсь, что их изучение и анализ будут продолжены. Безусловно, не может быть успешного будущего нашего государства, нашего молодого поколения, наших граждан без знания своей истории, знания своих корней. И в первую очередь не может быть истории без знания жизни и деятельности тех личностей, кто формировал и формирует эту историю. Их жизненный опыт и мудрость, их беззаветное служение Родине должны лечь в основу успешного развития нашего современного государства. Деяния наших предков, наставления великих мужей Отечества должны стать мерилом развития личности у современной дипломатии и молодежи. В одном из своих монументальных трудов лидер нации, президент Назарбаев, написал: «Перед нашими глазами стоит великий исторический пример служения национальным интересам со стороны целой плеяды выдающихся исторических деятелей и государственников в истинном смысле этого слова». Я думаю, что Назира Тюрикулова можно смело и заслуженно причислить к рядам этих заслуженных деятелей, наших родоначальников, я мог бы сказать. Хотел бы сказать главное, что нам предстоит проделать еще много работы по восстановлению в исторической памяти народа страниц выдающегося исторического прошлого нашей страны.
Только памятью о великих свершениях своих предков жив народ, лишь с уважением молодежи седин времен соблюдается преемственность поколений и жива современная казахстанская государственность. Президент Нурсултан Назарбаев, автор известного фундаментального труда «В потоке истории», вне всякого сомнения подвиг многих исследователей на осмысление места и роли казахского народа в истории мировой. И это, несомненно, способствовало устранению многих белых пятен в истории нашего народа и страны. Многие годы, занимаясь изучением жизни и дипломатической деятельности Назира Тюрикулова, мне удалось получить практически в полном объеме документы в архиве внешней политики Российской Федерации и других центральных архивов, в том числе ФСБ и ЦК КПСС, а это бывшие архивы Советского Союза. Мы знаем, что многие десятилетия имя Назира Тюрикулова было предано полному забвению, а в дипломатическом справочнике о нем можно было найти только 2 скупые строчки. Анализ и изучение этих документов позволили выстроить целостную картину о нем. Формирование Назира Тюрикулова как политика и государственного деятеля проходило в 20-30-х годах прошлого столетия в это сложное и экстремальное время. Несомненно, что когда в 1927 году решался вопрос о необходимости учредить и направить полпреда СССР святыню мусульманскую в Гиджаз, который позже стал королевством Саудовской Аравии, очень много было времени уделено высшему руководству. К примеру, учроспедотдел ЦК ВКПБ, который занимался кадрами, предложил на эту должность Умара Алиева. И в аргументации было, что Умар Алиев знает арабский язык, а Назира Тюрикулова тогда не захотели отпускать идеологи с должности директора издательства «Народного СССР». Поэтому наркомат иностранных дел обратился напрямую к Сталину и в своей записке пишет о том, что Умар Алиев, конечно, хорошо знает язык, но масштаб личности Назира Тюрикулова позволяет нам надеяться, что, блестяще зная мусульманский мир и миросозерцание, он может обозревать весь мусульманский мир от Марокко до Индонезии. И только такая личность может успешно проводить нашу политику в сердце мусульманского мира. На аравийской земле он был встречен с подчеркнутой дружественностью и уже 3 октября 1928 года вручил в Мекке верительные грамоты сыну короля, принцу Фейсалу. Оказавшись в самом центре исламского мира, он прекрасно понимал, что огромного количества проблем ему не удалось бы решить, не проявил он полного понимания религиозной жизни страны и должного уважения к мусульманским обрядам и обычаям. Блестящее владение арабским языком для него было одним из главных побудительных мотивов выстраивания отношений и доверия к нему. Религиозная составляющая оказалась одним из основных моментов в переговорах о заключении политического договора и торгового соглашения между двумя странами. Было ясно, что разрешение всех спорных вопросов советско-хиджазских отношений связано с одним моментом. Правительство нуждалось в материальной поддержке. И в этом контексте оно вынуждено было ставить вопрос о вакуфах и паломничестве. Назир Тюрикулов сам постоянно помогал людям, которые приезжали в основном из Узбекистана, из Российской Федерации, это и татары, и башкиры, из Азербайджана, и находил возможность встретиться с ними, судить какие-то деньги, посадить на пароход. Поэтому он об этом тоже писал. И писал не просто формально, он писал серьезные, обоснованные, с какими-то конкретными фактами о необходимости заботиться о людях, которые хотят свои вот такие духовные потребности реализовать через посещение мусульманских святынь. И это находило до определенного времени понимания. Одним из наиболее ярких достижений Тюрякулова на экономическом фронте стала так называемая бензиновая сделка.
Ситуация, когда Саудовская Аравия, представляющая собой ныне крупнейшего в мире производителя нефти, вынуждена была тогда импортировать нефтепродукты, среди поставщиков которых был Советский Союз, с высоты сегодняшнего дня выглядит парадоксальной. Но тем не менее, это факт. В одной из своих доверительных бесед король высказал пожелание, они взяли из Советского Союза получить определенное количество бензина и керосина. И вот в течение полутора лет Назир Тюрякулов писал неоднократно письма и наркому иностранных дел. Это многое тоже означает, когда посол ставит вопрос жестко, твердо, исходя из интересов завершения серьезного дела, и он завершил ее. В конце концов, когда 50 тысяч ящиков бензина и 50 тысяч ящиков керосина на огромном пароходе, таком транспортном, Катерина, прибыл, для саудовцев это было каким-то серьезным, добрым знаком. По крайней мере, после этого, естественно, отношение к Тюрякулову стало еще более доверительным. В нем почувствовал человек, который влиятелен в своей стране. Он может решать вопросы со своими министрами. Он может решать проблемы со своим государством. События, о которых выше шла речь, бензиновая сделка, нормализация режима торговых отношений, стали вершиной его плодотворной дипломатической работы в качестве полпреда своей страны. Но так сложилось, что именно на пике достигнутых успехов в двусторонних отношениях между СССР и Королевством Москва начала терять к этому направлению интерес. В конце 1935 года он был отозван в Москву со стандартной формулировкой в связи с переводом на другую работу. Судьба его была уже решена. Ордер номер 2891 на производство ареста и обыска Тюрякулова Назира по адресу улица Серафимовича, дом 2, квартира 309, был выписан 15 июля 1937 года. Пришли за ним 17-го. 3 ноября 1937 года на закрытом судебном заседании военной коллегии Верховного суда Союза СССР ему был вынесен приговор. Признавая Тюрякулова виновным в совершении преступлений, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Тюрякулова Назира Тюрякуловича к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Репрессии среди дипломатов не ускользнули от внимания саудовского руководства. Король Аль-Сауд был потрясен судьбой советского дипломата, которого он прекрасно знал. Окружение короля видело, насколько он был удручен жестокой расправой с братом Назиром. Во всяком случае, по дипломатическим каналам он дал понять, что других полпредов видеть не хочет. Наступил 1957 год, и судьбой репрессированного полпреда вновь заинтересовались следственные органы, но уже с другой целью – установить истину. Проверив материалы дела и дополнительного расследования и соглашаясь с заключением главного военного прокурора, военная коллегия Верховного суда СССР определила: приговор военной коллегии Верховного суда от 3 ноября 1937 года в отношении Тюрякулова Назира Тюрякуловича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело о нем прекратить за отсутствием состава преступления. Горько сознавать, что в связи с жестокой расправой с этим незаурядным человеком, образованнейшей личностью с разносторонними дарованиями, честным и преданным родине дипломатом, настоящим гражданином, для Советского Союза была на полвека закрыта дорога в одну из богатейших и влиятельнейших ныне стран региона, где благодаря усилиям Тюрякулова можно было бы закрепиться всерьез и надолго. Государство реабилитировало Назира Тюрякулова, а мы воздаем ему как политику, дипломату и гражданину беззаветное служение Отечеству и благородные устремления которого навсегда останутся в народной памяти. Мог ли предвидеть полпред Назир Тюрякулов, что спустя 6 десятилетий его родная республика Казахстан, как самостоятельное независимое государство, установит дружественные дипломатические отношения с Саудовской Аравией?
В начале марта 2004 года по приглашению короля Саудовской Аравии Фатха Абдель-Азиза Аль-Сауда состоялся визит в эту страну первого президента суверенной республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Высокого гостя встретил наследный принц королевства Абдалла бен Абдель-Азиз Аль-Сауд. В ходе визита было подтверждено намерение двух стран развивать контакты и взаимодействие с целью укрепления стратегического партнерства. Было подписано двустороннее соглашение в торгово-экономической сфере, а также в области строительства, образования и культуры.